Тамбовская область справляется с реализацией президентских указов. В этом лично убедился заместитель полпреда президента России в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков. Он посетил Тамбовщину с плановым рабочим визитом. В поездке Мурата Зязикова сопровождал главный федеральный инспектор в Тамбовской области Сергей Маркин. Заместитель полпреда побывал в Заворонежском детском доме и детдоме Аистенок Мичуринского района, а также в областной детской клинической больнице. Подробности у Галины Семякиной. В детской областной больнице Мурат Зязиков посмотрел, какое оборудование появилось в отделениях в рамках программы модернизации здравоохранения. Уже полгода здесь функционируют новые компьютерные томографы. На них работают специалисты с большим опытом работы на диагностической аппаратуре. Появились в больнице и новая рентген-установка, и современное оснащение в отделении для недоношенных детей. Как сообщила заместителю полпреда начальника областного управления здравоохранения Марина Лапочкина, сейчас показатели смертности детей и мам в нашем регионе самые низкие по России. Вот это вот все нам просто помогает действительно поддерживать вот этот уровень. И нам очень это все помогло. Вот все, что мы поимели от программы модернизации. Особое впечатление на Мурата Зязикова произвело отделение детской реанимации, где выхаживают новорожденных детей весом меньше килограмма. В целом, как отметил заместитель полпреда, работа по реализации указов президента в нашей области проводится последовательно. Даже судить по отделению детской реанимации, по другим отделениям заходишь, везде есть и оборудование диагностики, и оказания конкретной помощи. Выхаживают они детей, которые это просто невозможно. Это великие люди. Вот, доктора, которые работают здесь, медицинский персонал и руководство вот этого медицинского учреждения. В завершении своей экскурсии по больнице Мурат Магомедович провел встречу с медперсоналом лечебного учреждения. Я интересовался и заработной платой, это очень важно, потому что ее надо как-то, наверное, все-таки поднимать. Указ президента как раз говорит о том, что нужно изыскивать возможность, и как бы есть адресные выплаты под это, в соответствии с указом. Ну и надо медицинский персонал поддерживать. Кроме того, Мурат Зязиков положительно оценил мероприятия, проведенные в регионе по ликвидации последствий паводка, и меры по поддержке пострадавших от половодья. Галина Семякина, Андрей Корабельников, Олег Щербаков. Область новостей.